Читаем парламентскую газету под номером 26 от 12 июля 2018 года. Статья «Как поступить в вуз и не остаться без диплома». Вступительная кампания в самом разгаре. До 26 июля российские вузы принимают заявления от абитуриентов, что нужно учитывать будущим студентам и как быть уверенным, что выбранный вуз не лишится государственной аккредитации. Общие правила. Как и прежде, выпускники школ могут подать заявление на 3 специальности в 5 вузов. То есть в общей сложности у каждого есть 15 шансов поступить в университет или в институт. Самые важные документы абитуриентов – сертификаты ЕГЭ. В обязательном порядке выпускники должны сдать экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ по другим предметам сдается в зависимости от выбора будущей специальности. Минимальные баллы, которые нужно получить на ЕГЭ, Рособорнадзор определил в 2016 году и с тех пор не менял. Ведущие вузы обычно завышают порог. Например, желающие учиться в ГИМО должны сдать ЕГЭ по русскому и иностранному языкам минимум на 70 баллов. Сколько нужно получать на ЕГЭ, чтобы поступить в вуз? Есть 3 категории абитуриентов, которые вместо ЕГЭ сдают вступительные экзамены в вузе. Это инвалиды, иностранные граждане, а также выпускники российских школ за границей. Некоторые вузы проводят дополнительные вступительные экзамены. В этом случае прием документов на поступление заканчивается раньше. В этом году 7 июля. Также учитываются индивидуальные достижения выпускников, за которые вуз добавляет баллы в общий рейтинг абитуриента. Есть более серьезные льготы, например, победители заключительных этапов всероссийских олимпиад по математике и экономике могут поступить на экономическое отделение МГУ вовсе без вступительных экзаменов, в том числе ЕГЭ. Лови волну. Первая волна зачисления, во время которой вузы заполняют 80% бюджетных мест, стартует 27 июля. В этот день университеты и институты публикуют списки тех, кто рекомендован к зачислению. Попавшие в этот список до 1 августа должны подать оригиналы документов и заявление о согласии на зачисление. Приказ о зачислении первой волны будет опубликован 3 августа. После этого начнется вторая волна зачисления. Оригиналы документов и заявления о согласии на зачисление абитуриенты будут подавать до 6 августа. Приказ о зачислении второй волны на оставшиеся бюджетные и платные места будет опубликован 8 августа. Сложности аккредитации. Острую дискуссию в обществе вызвал отзыв государственной аккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук. Дошло до того, что 50 ведущих российских вузов направили коллективное письмо президенту России Владимиру Путину с предложением модернизировать действующую систему аккредитации. Сами абитуриенты далеки от предмета спора между университетами и профильным министерством. Ситуация с Шаненкой беспокоит их с точки зрения надежности выбранного вуза. Проецируя ситуацию на себя, вчерашние школьники и его родители задаются вопросом: а что, если мой вуз также лишится аккредитации? Аккредитация означает, что вуз выдает диплом государственного образца. Чтобы получить такой статус, вуз должен соответствовать минимуму образовательных стандартов, закрепленных в законодательстве. Без аккредитации вуз может продолжать работать, зачислять студентов, выдавать дипломы. Еще у вуза должна быть лицензия, которая дает право на осуществление образовательной деятельности. Без нее вуз работать не может. При ее аннулировании он обязан закрыться. Сведения о наличии аккредитации и лицензии каждый вуз должен публиковать на своем сайте. Найти их можно в разделе «Документы», которые не всегда легко обнаружить на главной странице вуза. Важный момент. Тот факт, что аккредитация выдана, например, до 2026 года, не означает, что она не может быть отозвана раньше. Также проверять лицензию и аккредитацию вуза можно на сайте Рособорнадзора в разделе «Государственные услуги». О планах провести аккредитационную экспертизу того или иного вуза можно узнать из распоряжения Рособорнадзора, которое публикуется в разделе «Документы». Статью подготовила Карина Чайкина, читала Ирина Константинова. Специально для рубрики «Читаем газеты».